Казахстан'dan Feril Bey. Здравствуйте, меня зовут Эдиль, фамилия моя на Лысу. Я представляю молодежную организацию Крымской Республики. Хотелось бы остановиться на вопросе о правах человека. Наверное, все здесь сидящие в зале в курсе последних событий, прошедших в Крымской Республике. И это, наверное, один из примеров, что даже Азия, где как бы в Европе Азию видят более отстающие, скажем так, именно в деле правах человека, даже в Азии, даже в Средней Азии, Центральной Азии, где везде подчеркнуто, как говорится, именно подчеркнуто под окончанием «стан», республики, имеющие окончание «стан», всегда подвержены таким методом. Хотелось бы подчеркнуть и за счет этих событий, что все мы увидели, где в 21 веке попираются права человека, уже эта система себя не может содержать, эта система все-таки когда-то приходит к крушению. Конечно, это смена власти у нас происходит не первый раз, и каждый раз этому было примером нарушения прав человека. Каждый раз народ, уже имеющий более грамотную позицию, видящий демократическое развитие остальных стран, своих соседей, каждый раз показывает этому правительству, что так управлять своим государством, так управлять своим народом уже нельзя. Мы действительно живем в 21 веке, где каждый из нас грамотный, каждый из нас знает свои права. И надеюсь, это в ближайшее время произойдет во всем мире, что каждый человек будет знать свои права, каждый человек сможет доказывать своему правительству, своему государству, на что он рассчитывает, живя в этой стране, и что он ожидает от своего правительства. Останавливаясь на проблеме толерантности, наверное, хотелось бы подчеркнуть, что тюркский мир, тюркские страны всегда очень неблагонадежным, очень с уважением относились к живящим вокруг вместе с собой. В 1991 году, когда образовалась Кыргызская республика, отколовшись от Советского Союза, наш бывший президент Аскар Акаев объявил такой лозунг: «Кыргызстан – наш общий дом». В Кыргызстане на тот момент проживало около 86 различных национальностей, и чтобы не получить какие-то этнические противостояния друг с другом, не получить именно ущемление прав меньшинств, прав других национальностей. Слово «меньшинство» в Кыргызстане используется очень редко, потому что именно этот лозунг дал нам всем равноправие, всем национальностям, проживающим на территории Кыргызстана. И исходя из того времени по сегодняшний день, даже живя при советском режиме, в республиках Средней Азии, именно могу подчеркнуть 4 тюркоязычные страны, никогда не было плохого отношения к другим национальностям, хоть они были в меньшинстве, что их было совсем мало, в количестве нескольких человек, никогда не ущемлялись их права, никогда им не показывалось надрез. Конечно, к сожалению, к нашему большому сожалению, большие государства, державы пытаются как-то в своих геополитических интересах строить игру, строить разные вещи. Мы вчера-сегодня получили информацию с Кыргызстана, что происходят межэтнические столкновения. Столкновения, это грубо сказано, маленькие конфликты на уровне одного района, одного города. Но хочу подчеркнуть, что никогда это не был подходом ни нашего государства, ни нашего народа, ни людей, проживающих вместе с нами. Это действительно игры, которые ведутся из-за пределов нашей страны. В течение одного дня это было все опять нормализовано, народ дальше также начинает мирно существовать. Слово «толерантность», где больше, например, при переводе делается упор на слово «терпимость», наверное, не совсем объясняет это слово. Мы больше у себя используем слово «взаимоуважение». И за счет этого
взаимоуважения, хорошего отношения друг к другу. Мы можем мирно существовать, и надеюсь действительно, что это передастся всему миру, что весь мир через некоторое время уже забудет о проблемах геноцида, о проблемах нарушения прав человека, потому что действительно время, прогресс, который движется очень быстро, заставляет нас к этому идти. Другого выхода, наверное, у людей, проживающих на планете Земля, нет. Спасибо. И, пользуясь моментом, хотелось бы поблагодарить нашего уважаемого Рафетбея. Я просто его здесь не вижу. И если есть кто-то из организации культуры, тогда им вручить. У нас был маленький подарок, символ. Kimse bulup Türk'ten dışarıya bakıyorlar, Rafet Bey. Video to, edit, video. Geliyor mu? Yok. Siz alın. Bunu işte Türk milletlerinin hepsi bilirler bunun ne olduğunu. Bunu göç derler. Bizim Kırgızlarda atasözü vardır. Göç gide gide düzelir diye. Bir köyden, her evden, her taraftan köyün her taraftan toplanan evlerini topluyorlar, çadırlarını ve bir göçe ulaşmaya başlıyorlar. Ve göç tabii en başta her taraftan toplanınca, değişik yerlerden gelince şey oluyor ve gide gide o göç bir keyfine, düz bir yola ulaşıyor. İşte bizim inandığım gibi DTG'nin bir örneği olarak her taraftan toplanan bir evler, bir çadırlar bir kervene birleşecek ve düz yola gidecek. Teşekkür ederim. Biz 30 dergilik indi fasiler elan edildi. 30 dergiden sonra yeniden panelimizi almıştık. Приветствую всех. Салям алейкум. Приветствую всех своих друзей, коллег. Я, Лукманова Динара, представляю городскую татарскую национальную культурную автономию города Омска. Наша автономия существует с 1997 года. Главная ключевая цель – обеспечить взаимосвязь национально-культурных автономий микрорайонов, районов города Омска для возрождения культуры нашей национальной, для возрождения и сохранения нашего языка сибирских татар. И, собственно, ради этой великой цели и мы действуем, да, наша автономия, вся вот эта совокупность мероприятий, которая проводится автономией, она направлена ради достижения этих целей и задач. Безусловно, сейчас мы переживаем все сложные времена в том отношении, что сохранить культурное наследие все с каждым годом становится сложнее, да? У сибирских татар, собственно, как у любого другого этноса, прослеживается тенденция утраты межпоколенных связей, это естественно, да? Уходят представители старшего поколения, с которыми уходят, если говорить о духовной культуре, да, такой компания духовной культуры, как фольклор, уходит старшее поколение, следовательно, уходит и архаичный пласт фольклорных памятников. Для нас это огромная проблема. И в решении этих вопросов, решение сохранения культурного наследия, возрождения некоторых элементов, берутся даже представители молодежи, да, что, собственно, нас всех приятно радует. По структуре наша
наша автономия достаточно емкая. Итак, наша автономия включает народный фольклорный ансамбль «Умурзая», которым руководит Алиева Гафия Абдрахмановна. Она же представляет также и является председателем автономии. Также включена в состав автономии образцовая детская фольклорная студия «Надежда» и клуб «На радость многим одиноким сердцам» Тонушу «Знакомство». Также существует кружок рукоделия, вымышленная серебряная иголка, ансамбль национальных музыкальных инструментов «Мирас. Наследие», хореографическая группа «Яшелек. Молодость», вокальный ансамбль «Мы можем». Ну и, конечно же, приятным для нас это студия по изготовлению национальных татарских сундуков, руководителем которой является Хасан Ахмеров. Задача, как я уже сказала, по сохранению культурного наследия, это очень сложная задача, поскольку сейчас, когда протекают процессы глобализации, нивелировки культурных ценностей, решать эту проблему очень тяжело, но мы, тем не менее, все силы направляем на это. Старшее поколение и молодежь. Мы пытаемся ухватиться любыми способами, закрупиться, да, за эти частицы, которые, собственно, в совокупности и составляют культурное наследие. И не только поймать, закрепить, да, но и более того, мы пытаемся это передать нашим потомкам. Вот. Ну, в общем-то, все, что хотела я сказать, Эмили сказала. Я хотела поблагодарить оргкомитет за приглашение. Огромное спасибо. И спасибо вам, уважаемые друзья, коллеги, за добродушие, за гостеприимство. Со многими из вас я уже познакомилась, обменялась информацией, контактными телефонами. Рахмат, я хочу вам пожелать удачи во всех делах, в любой работе, за которую вы беретесь. Рахмат. Acum terminată cu prosmul în sistemul material. Следващия гост, който с гостя ви поканила, това е Флуид Бейко, който от вашата областта. Что ж, добрый день, дорогие друзья. Разрешите мне от имени всех, кто уже долгие годы от башкирского народа служит этому движению, от ветеранов ДТГБ и лично от себя поприветствовать участников форума Башкортостан, Республика Ханан-Сирга Барадала, Хайнар Салям. Во-первых, хотелось бы поблагодарить организаторов форума за теплый прием и лично Рафет Бея. Очень хороший человек. Наконец-то я узнал, почему именно на молодежной организации присутствуют довольно-таки немолодые люди. Я познакомился с очень грамотными людьми, аксакалами, у которых получил очень большой опыт. На мероприятии такого рода я участвую в первый раз и хочу сказать, что каждый член нашей организации мечтает участвовать в ДТГБ. Из рассказов наших ветеранов каждый из нас знает всю историю ДТГБ от его становления и до наших дней. И мы всегда поддерживали членов организации в трудное для них время. Международное мероприятие тюркских народов Уралмана мы проводим от имени ДТГБ. Также хочу сказать, что в 1996 году, когда ДТГБ проходил в Киргизии, Китай собирался проводить испытания атомной бомбы на уйгурских землях. Мы поддержали уйгуров и провели митинг перед посольством Китая в Бишкеке. Также в начале 90-х годов стоял вопрос о поддержке крымских татар. Башкор Яшсари, Тифага и другие откликнулись на это, проводили митинги и отправляли людей на строительство домов. В 1991 году, когда у нас была еще тоталитарная советская система, мы поддержали и участвовали на первом учредительном съезде Союза татарской молодежи. Когда стоял вопрос о признании Северного Кипра, несмотря на то, что все спецслужбы были против, мы все равно их
поддержали. Мы готовы и дальше поддерживать и защищать права всех тюркских народов. И надеемся на взаимность. Когда мы едины и когда мы вместе, мы большая сила. Ведь мы международная организация. И само слово «международное» наводит страх и заставляет уважать. Мы можем решать большие проблемы. Выступление в такой тематике – это не моя личная инициатива, это просьба всех наших членов Башкорт Яштари Иттифага и ветеранов. Чтобы еще раз напомнить, какой силой владеет ДТГБ, чтобы вместе мы решили любую проблему. У нас, объясню вкратце, что у нас было в Башкортостане последние полгода. У нас в течение полгода были проблемы с правоохранительными органами. Не с ФСБ, а лично с одним человеком, начальником ФСБ, Палагин, который обвинял Башкорт Яштари Иттифага в экстремизме и получал финансирование за счет этого и ордена. В общем, хочу сразу сказать, мы не были против ФСБ, мы были против лишь одного человека. Наши лидеры подвергались гонениям, арестам, обыскам. Наши члены организации, которые обучаются в университетах, им угрожали отчислением. Также хочется сказать, что были аресты, мы стояли перед судом в поддержку наших членов. Также хочется сказать то, что были обыски в 3 министерствах. Вкратце объясню, почему это такая большая проблема. В начале 90-х годов, после развала Советского Союза, было практически в республике, где 1 миллион башкир, пару башкирских школ. То есть у нас не было своей культуры, не было своих газет. И когда у нас как бы получили суверенитет, у нас активно в Министерствах образования начала строить башкирские школы. Сейчас в каждой деревне у нас есть башкирские школы. Как бы в университетах преподается история Башкортостана, также и в многих других областях. А также хочу сказать, что за последние 3-4 года у нас в Башкортостане было построено 1000 башкирских школ. Также подвергались обыскам Министерства культуры, которое развивает башкирскую культуру, подвергались обыскам также Министерство печати. Хочу сказать то, что также у нас не было башкирских газет, было пару, а теперь у нас в каждом районе практически есть газеты на башкирском языке, в Уфе намного как бы больше. Приведу пример, просто что было в начале 90-х годов. У нас мой преподаватель рассказал такую историю, когда он поступил на юридический факультет, это самый как бы вот такой хороший факультет, и там училось всего 2 башкира, и вызывает их директор и спрашивает: ты башкир? Он отвечает: да. Говорит: как ты сюда поступил? Вон, видишь трубы заводов, там твое место. То есть было такое отношение, а в данный момент у нас каждый человек с района, любой молодой башкир может поступить в любое учебное заведение. Именно подвергались гонениям те министерства, где активно идет башкирская как бы, поддержку башкир, обвиняя в национализме, экстремизме и многом другом. Также хочется сказать, что под прикрытием этого начальника ФСБ работал сайт, где прямым текстом писали башкиры, макаки и многое другое, оскверняли наших национальных героев. Куда бы мы ни обращались, нас отвергали, наши просьбы, и в течение нескольких лет этот сайт работал. Но мы хотим сказать то, что мы проводили митинги, пикеты, чуть ли не дошло до голодовки, подписи собирали. И хочу сказать также то, что мы обращались в ДТГБ за помощью, но как бы никакого ответа не было. Либо обращение не дошло, либо ДТГБ проявило безразличие. Как бы мы этого не знаем, но мы, конечно, добились отставки этого человека, но в трудное время нам нужна была ваша поддержка, хотя бы даже какое-нибудь маленькое письмо. И просьба нашей организации, чтобы мобилизовать ДТГБ, когда в трудное время для любого тюркского народа мы могли поддержать друг друга. Ведь ДТГБ создавался для того, чтобы решать проблемы. Ну, конечно, на нашем собрании меня просили высказаться более радикально, но
придерживаюсь толерантности, делать этого я не буду. И думаю, что все догадались, о чем идет речь. Вот. Всем большое спасибо за внимание. Благодаря. Тук ще си позволя да направя следния коментар, че вие наистина сте осъзнали, че именно образованието е гаранция за успех на нация, която не сме актуални за нас. Сега ще повторя, за да може и да ме разберете. Искаш да коментирам именно това, че вие сте осъзнали, че образованието е точно гаранцията за просперитета на държавата, която не сме много. Искам сега да поканя следващия наш гост. Това е господин Ерджан Аракло от Северни. Sayın Divan, değerli teşkilat başkanları, Türk dünyasının en eski ve en yaygın ve devamlılığı olan tek kuruluşu Dünya Türk Gençler Birliği'nin siz değerli başkanlarını saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Türk Birliği Kültür Merkezi olarak bu kuruluşun üyesi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu özellikle bildirmek istiyorum. Değerli başkanlar, bilindiği gibi Kuzey Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile KKTC Cumhurbaşkanları arasında uzun süren müzakereler, Türk tarafındaki müzakerecinin yani Cumhurbaşkanı değişmesiyle yeni bir sürece girmiştir. Artık KKTC'yi temsilen masada oturan kişi, önceki Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat'ın aksine devlete inanan bir kişidir. 18 Nisan 2010 tarihinde KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri milli güçlerin ortak adayı Sayın Dervişeroğlu kazanmıştır. Sayın Eroğlu, devlete inanan, KKTC'nin sonsuza kadar yaşatılması gerektiğini savunan, kısaca sizler ve bizler gibi Türkçülük davasına inanan birisidir. Türk Birliği Kültür Merkezi olarak geçen yıldan bu yana tüm gücümüzle KKTC'deki seçimlere yoğunlaştık ve Sayın Eroğlu'nun milli cephenin tek aday olması için büyük gayret gösterdik. Sayın Eroğlu'nun milli cephenin tek aday olmasından sonra da onun kazanması için olağanüstü bir gayret gösterdik. Karşımızdaki adayı yani Sayın Mehmet Ali Talat'ı Türkiye'deki hükümet, medya kuruluşlarının yanı sıra bütün dış güçler madden ve manen destekliyordu. İşimiz gerçekten zordu ve başardık. Sayın Eroğlu seçimleri 450 oy fark ile ilk turda kazandı. Şimdi artık biraz daha mutlu, umutlu ve huzurluyuz. Hiç olmasa müzakere masasında bizleri temsil eden milli düşünceye sahip devlete inanan birisi var. Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Önümüzdeki dönemde DTGB kurultayının veya Başkanlar Kurulu toplantısının KKTC'de yapılması teklifimizi bir kez daha gündemimize getirerek hepinize saygılar sunuyorum. Още веднъж ще ви припомня, че ако имате някакви въпроси и изказвания, не се притеснявайте да се споделите с нас. Следващия, който ще поканя, е господин Хасан Халкечев. Ще ви моля преди това и да се... Ассаламу алейкум, дорогие. Само слово правозащита обнадеживает истине. Но всегда ли это так? Давайте посмотрим на конкретном примере. В Москве находится так называемая Международная правозащитная ассамблея. Я являюсь членом его регионального отделения в нашей республике, автономной республике. Карачаевцы, как известно, народ репрессированный, в числе репрессированных. Как турки-месхетинцы, как чеченцы и ингуши. 14 лет пребывания на чужбине, где первые 2 года вымерли 50% населения. Теперь имеется федеральный закон о реабилитации репрессированных народов от 26 апреля 1991 года, действующий поныне.
И эта Всемирная ассамблея, так называемая правозащитная, вместо того, чтобы помочь, мы и не просили, сами напросились помочь. В конечном итоге это вышло ограблением, очередным ограблением нашего народа. Это трудно поверить, но это так. Что происходит? Они решили провести свою очередную научно-практическую конференцию в горах Карачая, которая общепризнанно считается красивейшим уголком планеты. Как бы договор наши предприниматели оплачивают все расходы, зато они, значит, произведут реабилитацию. Что предусматривает закон о реабилитации? 3 вида реабилитации. Первое и самое главное. Национально-территориальная реабилитация предусматривает восстановление автономии в тех границах, которые были до начала депортации. То же самое с крымскими нашими братьями. Второе. Культурная реабилитация. Восстановление тех научных, культурных учреждений, которые существовали до депортации. И третье, которое невозможно реабилитировать, это условно материальная реабилитация вместо умерших. Эта научная конференция проходила на высоком уровне. Они решали свои проблемы, в том числе якобы рассмотрели наш вопрос. Прошло несколько лет. Мы видим, что из всего обещанного ничего не было и не будет. Мы надеемся только на свои рабочие руки перед Аллаху Та'ала. Я почему привожу этот пример? Мы, карачаевцы, никогда не привыкли жаловаться. Нет. Для того, чтобы мы не всегда верили тому, кто называет себя правозащитником. Чтобы умели различать, где есть правозащитник, а где есть спекулянт. И хочу дополнить в конце другим примером. Комиссия ООН по правам человека и коренных народов. Северокавказский регион представляет тип, именно я его могу назвать только типом. Это зловещая карикатура на правозащитника. Я о нем говорил вчера и не хочу повторить. Такие типы не должны разрушать наше движение, они не имеют морального права присутствовать.